Разные племена и народы в разные эпохи называли эту великую древнюю реку по-разному. Чу, Шу, Чуй, Суяб. От горных эдельвейсов у истоков реки до зарослей саксаула и тамариска в ее устье здесь всегда пульсировала жизнь. Когда-то на берегах реки царствовал крупный хищник – тигр Турана. Но однажды туранского тигра вытеснил в камыши и истребил другой хищник – Homo sapiens. В долинах реки возникали и исчезали города, культуры и цивилизации, номадические ханства и земледельческие царства. На ее берегах рождались поэты, ученые и воины. По обеим сторонам бело-голубой ленты зарождались отважные племена номадов. Это были восточные скифы, саки, о которых писал первый сторителлер античности Геродот. Вдоль берегов реки кочевали уйсуни, карлуки и тюрки номадической империи 10 стрел. Здесь собирались в походы тюрко-монгольские племена, костяк империи Чингисхана и Золотой Орды. По обоим берегам реки возникали поселения, караван-сараи, форты и города. Среди них были Ордукент-Суяб, один из главных центров восточной части Шелкового пути, Баласагун, родной город философа и поэта Юсуфа Баласагуни, загадочный Невакет, город Красной реки. И, наконец, крепость и цитадель Джуль, которая из маленького поселения за столетия разрастется до города, а потом и столицы целой страны, и будет в разные века называться по-разному – Джуль, Бишпек, Фрунзе, Бишкек. Через эту реку, ее притоки и долины проходили трассы Великого Шелкового пути. Здесь постоянно курсировали паломники и торговцы. Во все стороны света от реки двигались караваны, храбрые странники-одиночки и целые армии. Так перемещались истории и слухи, мысли и знания, товары и технологии, мечты и надежды. Столетия назад на этих берегах начали зарождаться государства горных номадов-кыргызов и степных номадов казахского ханства. Чу – великая река кочевников, несколько веков связывает судьбы, истории и жизни двух народов. Чу – великая река кочевников, знает много историй, и мы хотим рассказать некоторые из них. В мае 2021 года казахско-кыргызская группа проекта Адамдар Сиэй, которая состояла из документалистов и художников, отправилась в путешествие от истоков до устья Чу, чтобы лучше узнать историю Великой реки, услышать современный ритм этого потока и постараться понять, что ждет Чу и ее обитателей в будущем. Мы отправились к одному из притоков Чу в горном районе Нарынской области Кыргызстана. Чу берет свое начало в грандиозной толще горных ледников хребта Терскей-Алатоо. Восхождение мы совершали так же, как это делали наши кочевые предки, верхом на лошадях. Нас сопровождали местные жители Алтынбек Байке и его друг, молчаливый добряк Сапа Байке, а также собака по имени Лайка. В краю архаров, эдельвейсов, горных волков и сурков, покачиваясь в седле в извечном ритме кочевников, мы погрузились в мысли о потоке, который не одно тысячелетие сбегает с гор к долинам. Мы думали о том, как здесь зарождалась жизнь и возникали новые идеи,
как номады учились у реки искусству жизни и вечного движения, искусству преодолевать препятствия. До заката мы успели разбить наш полевой лагерь под ледниками Терскея. В эти сутки нам пришлось прочувствовать 4 времени года и разные стихии. Жаркое солнце, моросящий дождь, неистовый буран, колючий снег и снова солнце. Истоки Чу в сердце кыргызского хребта Терскей-Алатоо. Здесь, под облаками, в глубине островов льда и снега, пульсируют крошечные ручейки воды. Они сбегают вниз по крутым склонам, образуя систему горных озер. Из этих озер к долинам спускаются уже быстрые ручьи, которые формируют стремительные мощные потоки. В предгорной долине внутреннего Тяньшаня, где встречаются 3 мощных хребта – Сонгёль-Тау, Терскей-Алатоо и Кыргызский хребет, где 2 горные реки – Джоон-Арык и Кочкор сливаются в единый поток, там и начинается река Чу. Как написал однажды выдающийся центральноазиатский документалист и исследователь Олег Белялов, воды Чу парили в метущемся сером потоке. У самого истока Чу расположен поселок Кочкор. Он назван по имени одного из главных притоков Чу – реки Кочкор. По ее берегам раскинулась величественная Кочкорская долина. С разных сторон эту долину опоясывают горные хребты. Кочкор с давних времен был перевалочной базой на Великом Шелковом пути. В древности здесь тоже кипела жизнь. Бесчисленные караваны проходили в разные точки Европы и Азии, от монгольских и тюркских кочевий, от Тиани и Кашгара до Согдианы и Византии, Персии, Бактрии и Римской империи. Иногда в суете сегодняшней жизни и бойкой торговли на Кочкорском базаре можно почувствовать эхо тех незапамятных времен и событий. До и после нашего горного восхождения нам помогал Бектимир, коренной житель Кочкорской долины. Благодаря знанию древних традиций и пониманию современных тенденций, Бектимир и другие жители Кочкора развивают свой район и открывают его путешественникам из разных стран. Земли истока Чу и Кочкорской долины хранят легенды, связанные с великими святыми, сказителями и воинами. Здесь по-прежнему можно услышать древние истории о 40 доблестных воинах Манаса и покровителе скотоводов Кочкор-Ата, которого много столетий почитали и кыргызские, и казахские номады. В кыргызских горах и казахской степи кочевники не только воспевали мудрецов и воинов, но также поклонялись силам природы. Земле, воде и небу. Реки, озера, горные вершины, леса и родники обожествлялись и наделялись чудодейственными и целебными свойствами. Номады называли эти места священными – Аулие. Это озеро Иссык-Куль. Иссык-Куль не просто один из красивейших водоемов Кыргызстана. Это удивительное место нашей планеты. Иссык-Куль – одно из самых крупных и глубоких озер в мире. Сообщаются ли озеро горных номадов Иссык-Куль и река кочевников Чу?
Этим вопросом не одно столетие задавались ученые, географы и путешественники из Азии и Европы. Еще в XIX веке исследователь Семенов-Тиньшанский, побывав на берегах Иссык-Куля и Чу, в своих воспоминаниях написал о том, как кыргызские номады рассказывали ему о том, что во время половодья нередко вода течет через речку из Чу в Иссык-Куль. Позднее эти рассказы нашли научное подтверждение. Исследователи фиксировали, что до середины XX века во время обильных весенних половодий Чу отдавала часть своих вод озеру Иссык-Куль. Недаром на берегах Иссык-Куля творили важнейшие представители кочевой и постномадической культуры – Юсуф Баласагуни и Мухтар Ауэзов, великий литератор Чингиз Айтматов и поэт-постмодернист Дюсенбек Накипов. Не случайно на берегу Иссык-Куля, недалеко от Чуйского потока, живет горное село Кызылтуу. Мастера Кызылтуу смогли сберечь и развить древнее искусство кочевников – создание подлинной юрты. Мастера Кызылтуу не одно десятилетие изготавливают аутентичные юрты и отправляют их не только в Кыргызстан и Казахстан, но и за их пределы – от Франции и Британии до Канады и США. Для кочевника юрта не просто мобильное жилище, но и символ родины, домашнего очага, символ вселенской и семейной гармонии. Юрта – это микрокосм номада, место силы и покоя, полусферическая модель мира посреди великих гор и великой степи. В Кызылтуу мы встретились с Динарой Чучунбаевой. Динара Эдже – международный эксперт ЮНЕСКО, один из ключевых специалистов по искусству, ремеслам и культурному наследию номадов в Центральной Азии. Юрта – это совершенство. Это естественная среда обитания любого кочевника. Кыргызов, казахов, туркмен, каракалпаков и так далее. Это общее место сейчас, что это гениальное творение архитектуры, да? Потому что она настолько соответствует ландшафту, соответствует условиям кочевого образа жизни, что здесь ничего не убавить, не прибавить. Потому что это отточенные веками строения, которые собирается, разбирается, переносится, модифицируется в зависимости от условий и потребностей. Здесь учтено все. Во-первых, и материальные, и духовные потребности, и философские какие-то воззрения отражает она, и гендерный баланс, что очень важно, и наше исконное, то отличительное очень качество – это гостеприимство и взаимоотношения с природой, как части ее. Из-за таяния ледников жители Кызылтуу, как и жители многих населенных пунктов Центральной Азии, сталкиваются с постоянным уменьшением уровня воды. Воды в реке Ахтирек, основной водной артерии Кызылтуу и всего района, тоже становится меньше. Воды все равно не хватает в довольно многих населенных пунктах. Мне кажется, правительству надо самое главное этот вопрос решать. Правительствам. Что очень важно тоже, поскольку эти все источники начинаются в одной стране, потом протекают через другую, заканчиваются в третьей. Очень важно региональное сотрудничество, чтобы не было таких конфликтных ситуаций. В нашем путешествии мы хотели не только глубже прочувствовать культуру предков, но также погрузиться в мир современных цифровых кочевников и увидеть, как неономады живут сегодня и какие перспективы их ждут завтра. Айнура и Данияр Аманалеевы – сооснователи Ололо, группы компаний, которая несколько лет создает новые культурные, деловые и креативные смыслы в Бишкеке, Оше, а теперь и на берегу Иссык-Куля. Здесь команда Ололо начала проект города цифровых кочевников. Изначально идея была, что мы можем такого сделать, чтобы внести социальный вклад, поменять жизнь в Кыргызстане. Если набрать определенное количество людей с схожими ценностями, с жизненным опытом, то это потом будет влиять и на окружающих тоже.
И отчасти отсюда вот этот принцип, то есть создать место, куда приедут креативные люди со всего мира, которые могут работать, для которых Кыргызстан будет классным местом, где можно работать, отдыхать, и рядом очень классное сообщество. И почему мы считаем, что это могут быть цифровые кочевники, то есть это не профессия, да, это, наверное, образ жизни, который набирает обороты, люди, которые могут спокойно передвигаться по миру, и благодаря особенностям их работы они могут работать, в принципе, с любой точки. Есть прогноз, что к 2035 году в мире будет 1 миллиард цифровых кочевников. Этот прогноз существовал еще до того, как случилась пандемия. Пандемия подтолкнула очень сильно вот эту удаленную работу. Многие компании поломали для себя психологические барьеры и отпускают сотрудников работать с любой точки. Соответственно, количество людей, которые путешествуют, чтобы работать из других стран, будет возрастать еще быстрее. Половина населения мира живет в Азии, и мы подумали, что если 500 миллионов цифровых кочевников в Азии есть, то почему бы их не соединить с самым лучшим, что есть в Кыргызстане? Самое лучшее, что есть в Кыргызстане, это Иссык-Куль. Все-таки у нас кочевой народ, и кыргызы, и казахи, ну и вообще для нас это один народ. И мы понимаем, что у номадов есть очень много особенностей. В первую очередь открытость, то есть есть какая-то вот способность абсорбировать разные культуры. Нам в советское время очень часто внушали, что вот номадические культуры, они такие немного более отсталые по сравнению с оседлыми, потому что оседлые народы раньше освоили письменность и так далее. Но интересно, что вот мир прошел по спирали и сейчас снова пришел к номадической культуре. И нам кажется, что есть чему поучиться, может быть, вот этим цифровым номадам у старинных номадов тоже. И в том числе, допустим, идея мобильного жилища, да, она сейчас и в мире развивается, а у кыргызов и казахов передвижное жилище было уже много веков назад. Есть много точек пересечения, и мы чувствуем интуитивно, что вот это правильное место и правильная идея для этого места. Тема сохранения водных ресурсов, она очень глобальная. И, я думаю, первый шаг, который необходим, это уже с малого возраста доносить до детей важность бережного отношения к водным ресурсам. И очень важно, чтобы дети уже с малого возраста понимали, почему вода важна, как связано, например, то, что они выкидывают мусор на улице, с тем, что тают ледники. Да, еще мне кажется, что в Центральной Азии наша проблема в том, что реки нас связывают, но границы нас разделяют. Эльнура Осмоналиева – человек многих талантов. Она совмещает в своих творчестве и работе разные направления и сферы – кинематограф и образование, бизнес и спорт, социальные и арт-проекты. Помимо управления сетью школ Билимкана в Кыргызстане и Казахстане, кинорежиссурой и написанием сценариев, Эльнура уже несколько лет связана с прекрасным видом спорта и является руководителем Федерации стрельбы из лука Кыргызской Республики. Благодаря этому обстоятельству нашей команде посчастливилось познакомиться с лучшими лучницами и лучниками Кыргызстана, а также впервые спустить тетиву на спортивном олимпийском луке и увидеть настоящий лук кочевника. Мы сейчас находимся на стадионе «Трудовые резервы». Это набережная Большого Чуйского канала. Здесь у нас проходят занятия сборной Кыргызстана по олимпийской стрельбе из лука. У нас есть сотрудничество, партнерство с традиционным луком тоже. Это вот то, с чего начиналась, наверное, история многих кочевых народов. Такой лук позволял нам охотиться, выживать. И мне этот вид спорта нравится тем, что идет соревнование очень честное, выверенное. Там побеждает тот, кто даже на миллиметр ближе к мишени. И нет серых зон. За стрельбой из лука стоит большая философия, потому что попадание в мишень требует большой концентрации, внутреннего спокойствия. И про этот спорт принято говорить, что ты являешься луком, и стрелой, и мишенью одновременно. Если раньше кочевали только кочевые народы и были вот четко очерченные, да, кочевые культуры, оседлые культуры, сейчас весь мир движется в сторону номадства. Наверное, я являюсь цифровым номадом. Я живу
и в Бишкеке, и в Алматы. Я сама выросла в Ферганской долине на стыке нескольких культур. Там и Узбекистан, и Кыргызстан, и Таджикистан. У меня ментальность, она очень центральноазиатская. И везде я себя чувствую дома. Что в Алматы, что в Бишкеке, в Душанбе, в Ташкенте. Основными экологическими проблемами в Центральной Азии, наверное, являются отсутствие понимания обществом ценности природных ресурсов, которыми мы обладаем, исчезновение краснокнижных животных, растений, очень небрежное отношение к воде. То, как мы поливаем наши земли, позволяет нам тратить безумное количество воды. Мы не перешли еще ни к капельному орошению, ни к какому. Схемы работают старые, это приводит к утечке воды просто в никуда, пока вода не является для нас ценностью. Несмотря на то, что ее мало, несмотря что мы за нее деремся на бытовом уровне, на национальном, на региональном уровне, вода пока не является ценностью. К сожалению, из-за климатических перемен наши ледники будут уменьшаться, они уже уменьшаются очень стремительно. Мы не должны свою жизнь выстраивать в зависимости от наличия вот тех бурных потоков, которые просто десятилетиями текут и превратились в какую-то просто привычную картину. Мы должны понимать, что несколько десятилетий, и это может прекратиться. И какие-то шаги должны уже предпринимать, чтобы сохранить наши ледники. Что может сделать гражданское общество для сохранения, для более эффективного использования водных ресурсов в Центральной Азии? В первую очередь вообще говорить об этом, доносить до обывателя понятие о водных ресурсах, о том, какими водными ресурсами мы обладаем, как каждый из нас может влиять на их сохранение и более эффективное использование. Манас — не только самое большое литературное произведение, которое создали кочевники. Манас — это самый крупный в мире эпос. Одним словом, литературное достояние человечества. Хранители эпоса называют манасчи. Благодаря им истории о героических деяниях Манаса по-прежнему живы в кыргызских горах. Жаштан 8 жаш бала чыгып келгенде күйүп турган чок болду 40-50 кыргыз ичинде мындай тентек жок болду балдар менен ойноду ойногондо ал берен ойногонду койбоду ойной берген балдардан эчен балдар сойлоду кары келип кармашса чыңырып балдар чыркырайт чындап кармап жиберсе талкан болуп быркырайт бир күнү Манас кабылан олугу такыр топпой 40 өлүүдөн 40 бала кыйбатын жыйнап алып чоң Алтайдын тагы чогулту бою салып кара кызай манжудан 80 бала сес көрсөтүп кыргызга сездирмеши. Мы ехали на север, от кыргызских гор к казахским степям. Здесь, на берегах Шу, в середине 15 века ханы Джанибек и Керей основали государство свободных кочевников – Казахское ханство. Это Александр Ким, житель города Шу. Александру Петровичу 67 лет. Свою жизнь он посвятил железной дороге, которая пересекает Шу и разветвляется в разные стороны на сотни и тысячи километров. Некоторые ровесники называют его Сашка Бай, а те, кто помладше, уважительно говорят «дядя Саша». Дядя Саша показал нам Тогай, место, которое любит с детства. Я помню в детстве, это ровно где-то 60 лет тому назад, уровень воды речки Чу был вот берега. Вот эти берега, это полностью были наполнены водой, река, столько было воды. Вот этот берег и левый берег, вот он. Мы стоим, это было дно,
А это ширина речки была. И это все было наполнено водой. Это такой уровень был. Это вот 60 лет тому назад. Местами глубина достигала до 10 метров. Вот. Столько было раньше воды. Вот. А сейчас с каждым годом все воды уменьшается. И что осталось на сегодняшний день, это вот эта речушка осталась. Вот. Ну и все. Доктор Тунгушхан Тургумбаев родился на берегу Шу. Он начал спасать людей еще в юности. В студенческие годы Тунгушага работал медбратом в больнице скорой медицинской помощи в Алматы. После окончания мединститута Тунгушхан Мухамеджанович вернулся в родной Шу. За его плечами бесчисленные операции и тысячи спасенных жизней. Он видел, как маленькая железнодорожная станция Шу на одноименной реке с годами расширялась и становилась больше, превратившись вначале в многолюдный поселок, а потом в город, крупнейший железнодорожный узел региона. Речка Чу была очень большой рекой в свое время. Ширина его реки доходила до 100 метров. Я детство помню, что начиная вот колхоз Жданова есть, сейчас есть Темесов, оттуда до низовья речки Чу-Чуской у нас было несколько паромов. Люди переходили через эту речку через паромы. На паромах, потому что мостов не было, река широкая, глубокая, течение, знаете, какое бурное течение было вначале. А потом начали строить водохранилища, дороги, мосты начали строить. И она постепенно обмелела. Сейчас, ширина небольшая, но по ней уже паромы не ходят, везде всюду мосты. И она впадает вниз, пески впитывает и уходит в пески. А так она была очень богата рыбой. Мы помню, много камышей было там. Это я помню хорошо. Речка была чистой, берег чистый. А сейчас вода обмелела, народ стал совсем другим. Народ стал, кажется, мне говорится, потребителем. Понимаете? Когда говорят, мы убили Каракуйрука или Чайрана, мне становится больно. Их и так мало. А мы начинаем их уничтожать. А что видят мои внуки, ваши внуки и вы сами вообще в природе? Сейчас вы поедете в Мойнкумский район, Пески. Там можно встретить только сдалека Чайрана. Такой, говорит, красивый животное. Природа потихоньку истощается, мне кажется. Поэтому вы должны всем говорить, и стойте. Раньше, 60-70-е годы, вот эти сайгаки зимой заходили к нам в огород. Я помню, отец мой им клевер сыпал. Мы их кормили, а сейчас их нету. У нас в Чу уже они не приходят. Обиделись, видимо, на нас. Я так думаю, они обиделись. Обижать никого не нужно, думаю. Особенно природу. Я родилась и выросла в городе Шу. Река Шу у меня ассоциируется с детством, с летом. Каждое лето мы с семьей приезжаем сюда отдыхать, купаться. Но, к сожалению, с каждым годом воды становится все меньше и меньше. Я люблю фотографировать здесь. Особенно интересно наблюдать за детьми, как они проводят свое лето, узнавать их истории. И я учусь сейчас на режиссера, параллельно занимаюсь фотографией, журналистикой. И хочу всегда обращаться в своем творчестве к этому месту, потому что здесь очень много интересных вещей и проблем, которые можно освещать. Часто я хожу по базару фотографировать людей. То есть мне больше интересна жизнь обычных, простых людей, которые честным трудом зарабатывают на свою жизнь, как они проводят время. Сейчас, к сожалению, река находится на грани экологического бедствия, потому что с одного берега до другого можно просто дойти пешком. Поэтому мне хочется через свое творчество как-то обращать внимание на такие проблемы, потому что они также влияют на жизнь местных жителей, на их работу. Скорее всего, то, что мусора становится все больше, связано с тем, что у людей
низкий уровень осознанности. То есть они уже перестали воспринимать это место как нечто сокровенное, как зону отдыха. Для них это какая-то повседневность, где можно каждый день прийти, и они даже не обращают внимания на то, что нужно за собой убираться. Произведения древнетюркского и монгольского стоун-арта находили и находят в Великой степи и Великих горах. Спустя тысячелетия эта традиция намадов не утрачена, благодаря таким мастерам, как Кали Кураласпаев. Художник Кали Ага родился, живет и творит на берегу Шу, реки кочевников. Шу жері атамекенім, шу ерке көркем өзенім, сай-сала тауы қамысы тарихтың сырын шертеді дейді. Көптеген мен шығармашылығым өнер адам болғандықтан ән болсын, өлең болсын, мен барлығын осы шу өзенмен байланыстырып, яғни жұмыстарым да бар. Сондықтан да шу өзені өйткені мына тарихымыздан бері келе жатқан, ол маған да көптеген шығармашылық жолыма арқау етеді. Арқау болып келе жатыр маған. Әрине мына экология деген кезде мынау жан экологиясы, адамның емінші экологиясы, жан экологиясы бірінші дұрыс болу керек деп ойлаймын. Ол не деген? Ол біздің эстетикалық тәрбиеміз, көркем өнерге деген қабілетіміз, туған жерге деген сүйіспеншілігіміз, және қоршаған ортамен байланыс, ол біздің жан экологиямыз. Ал енді табиғи экология осы арқылы біз, яғни біздің оған қарым-қатынасымыз болу керек. Әрине мен экологияға көзқарасым адами табиғат пен адамның байланысы деп есептеймін. Әрине суды қолданған кезде мен емірінші мына су тастарды мен аламын. Мен жасап жатқан мына тастарым барлығы судан шыққан тастар. Яғни көп жылдар бойы су айландырып, яғни өзін пісіріп алып келеді. Ең қатты тастармен жұмыс істеймін. Сондықтан судың бойындағы тастармен, яғни мен қазіргі сол білмеймін қай ғасырда болған бұл тастар. Сол тастармен мен жұмыс істеймін. Маған байланысым осы деп есептеймін. Мы двигались дальше, на север, к устью реки Кочевников. Позади нас остались сотни километров, пройденных вдоль Чу, по горам и ущельям, перевалам и степям. Впереди нас ждала легендарная пустыня Моинкум. Про эту пустыню писали путешественники и географы, ее воспевали акыны и шаманы Баксы. В истории намадов есть два великих Чингиза. Один – Темуджин Чингисхан, кочевник из монгольской степи, создавший крупнейшую империю в истории человечества. Другой – потомок кыргызских намадов, писатель и провидец Чингиз Айтматов. Чингиз Торикулович рассказал об этой песчано-саксаульной равнине и ее обитателях всему миру. Моинкумская саванна – так поэтично называл эти места Айтматов. Его перо запечатлело пески Моинкума, серебристые чии и морозный иней, сайгаков и волков, кусты тамариска, саксаульники и дымное солнце над Моинкумской саванной. И, конечно же, Айтматов рассказал про реку. Всему свое время, и в том была своя от природы данная целесообразность оборота жизни в саванне. Лишь стихийные бедствия да человек могли нарушить этот изначальный ход вещей в Моинкумах. Испокон века Моинкумские равнины тут и там покрыты рощицами саксаула и тамариска. Благодаря гибкости и прочности тамариск использовали при строительстве укреплений в Центральной Азии. В некоторых уголках Центральной Азии тамариск применялся в культовых обрядах. Из его прутьев зороастрийцы изготавливали скульптуры и фигурки священных барсов. Веточки саксаула – это не только корм для овец и верблюдов. Саксаул – прекрасный закрепитель песка. Он защищает почву от опустынивания, соли, эрозии и песчаных штормов. Одно дерево саксаула способно удерживать своими корнями несколько тонн песка. Тамариск и саксаул с давних пор не просто украшали пустыни, степи и речные долины, но и защищали животных, людей, растения и всю экосистему. К сожалению, в последние годы саксаул массово вырубается. Значительная часть степных лесов, которые защищали Шу и другие города и деревни от движения песков, подверглась варварской вырубке. В итоге огромные территории подвергаются риску опустынивания и эрозии почвы.
Никому не дано было представить себе, что кажущаяся нескончаемой Маянкумская саванна, как ни обширна и как ни велика она, всего лишь небольшой остров на азиатском субконтиненте, место величиной с ноготь большого пальца, закрашенное на географической карте желто-бурым цветом. Здесь, в песках Маянкума, река Шу уходит под землю, оканчивает свой путь в более чем 1000 километров. Люди, живущие на ее берегах, рассказывали нам, что они еще помнят, как Шу тянулась еще на несколько сотен километров далеко на запад. Но с каждым годом река мелеет, становится уже, а ее устье продолжает отступать под натиском песков пустыни. Чингис Айтматов, который рассказывал о людях и пространствах великих гор и великой степи, оставил своим читателям мысли, которые оказались пророческими. И тем более обитателям уникальной Маянкумской саванны не дано было знать, что в самых обычных для человечества вещах таится источник добра и зла на земле. И что тут все зависит от самих людей, на что направят они эти самые обыкновенные для человечества вещи. На добро или худо, на созидание или раздор. И уж вовсе неведомы были четвероногим и прочим тварям Маянкумской саванны те сложности, которые донимали самих людей, пытавшихся познать себя с тех пор, как люди стали мыслящими существами. Нам хочется верить, что люди, живущие вдоль берегов Чу и других рек Центральной Азии и других регионов планеты, будут двигаться в сторону созидания, а не в сторону конфликтов, раздоров и уничтожения природы. От этого движения зависит настоящее и будущее, как Чу, этой великой реки кочевников, так и Сырдарьи, Или, Таласа, Иртыша, Урала, Нарына и других рек и земель Центральной Азии и всей планеты. Siz bir